Стартую, ребята, в деревню. Илюха приехал. Здесь связь есть, мы недалеко от деревни, соответственно, на связи. В общем, поеду за корешем очередным. Кстати, ребята, в этом году будут делать гайдинг, это рыбалка. В гости буду приглашать. Помимо рыбалки будет туризм какой-то, отдых, грибы, ягоды. Кому надо будет, ребят, пишите. Я еще определенно все это сделаю конкретно в группе ВКонтакте. Мы будем что-то делать. Забрал Илюху, чё богатырь? Ты что, с медведем? С медведем, да? Вот так вот, ребята. Тайгу с медведем, понял. Вот такой коврик у Илюхи. Спальный. Забираем его, да? Понял. Давай, грузим. Ага. Застегивайся. 5000, говорит, не деньги, да? Нам как бы не утонуть ни разу. Нам бы лишь бы штрафанули. Гимсы-то катаются. Да? Ну да, весна же, че. Ну ты со шкурой вообще молодец, приехал. Ладно, ребят, забрал Илюху. Все, едем на кордон. Готовить ужин. Обалдеть. Тут целый трон, слышишь, братан? Это ровное место надо ему сделать. Это типа карманы, да? Угу. Я и думаю, что такое здоровое вообще, блин. Ну, какие-то полы, что ли, блин. Ну-ка, сейчас присяду. О, слушай, ну да, тёга. Такой жесткий, хороший. Пойдет. Нормал. Ну-ка, ты что-то показывай, что там забрал-то. Давай, сейчас тебе покажу. Ага. О, все, садись, попробуй. Все, брат. Сигалеточек. О, вот это пойдет, да, брат? Ну-ка. Ну-ка, фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Сейчас по запаху пойдут самцы, братан. Сегодня будем отбиваться, нормально. Вот это пойдет. Четко. Илюха со своими апартаментами, да, брат? Да. Как бы можно было и отдыхать. Говорит, не, я, говорит, братан, я в своей, говорит, сплю. Четко, говорит, классно. Кстати, у меня такая же маленькая палатка. Я реально, ребята, в ней кайфую, отдыхаю. Также Илюха сегодня будет балдеть. Под косача, под утро. О, четко. Вот такие полы. Слушай, там что-то свое много. Хорошие полы у тебя, я тебе скажу. Нормал. Ну вот тут рядышком тоже Илюха падает. Красота. Пойдем рыбу жарить. Ну вот, ребятки, все братва в сборе. Все мои друзья приехали. Блин, все отдаленные, короче. Ё-моё. Вот так вот весновка собирают, ребята. Вот так вот. Сегодня уже на моторе походил, столько Юрьевну отвез. Потом Серегу покатал. Сейчас за Илюхой сгонял. Ну что, рыбейка, ребята. У нас же все просто. Сами все знаете. Рыбейка почищена. Сейчас мы мочки сюда. Щелк. Мочки сюда. Щелк. Чесночочка сюда. Сухого по-любому добавим. Солюшки, естественно, по вкусу. Чесночочка хочу добавить. А чё бы нет. Чесночочек сюда, ребята, и все. Сейчас все перемешаем. Все это дело. Блин, пакет. Ах. Рваный. Зараза. Ничего, наши идеи не пропадали. Сейчас завяжем сюда узелок, и все нормально. Оба. Все нормально, ребят. Рыбка уже подсушилась. Как раз
Короче, окунь с 3 видов, ребята, обжарки. Погнали. Получилось. Что-то с Илюшкой выехали прокатиться немножко, ребят. Сорожка вон днем вышла. Всяко-разно. Здесь заканчиваем. Да, натянем немножко. Да, можно сюда. Да, только сейчас грузик добавим. Ну вот, маленькую сетюшку проверили, ребята. Да, кстати, смотрите, ребят, днем сорога вышла. Прикольно. Все, ребята, на лагере. Так, Илюха что-то говорит: Андрюх, давай, говорит, прокатимся. Короче, ну, я говорю, поздно, уже поздно, не хотел проверяться. Что-то вот одно, ребят, тряханули. Пойдет, блин, сорога такая крупная, вот что-то вот вышла. Вот так вот. А у нас веселье, ребят, на кордоне. Большой костер. Сейчас покушать приготовим. Согреем. И все уже. Темно. Ночь. Второй день, ребята, заканчивается. У нас, ребята, мясо. Мясо, которое надо греть, которое надо есть. Все надо доедать. Сейчас все согреем, все нормально похаваем. Потемнело уже на улице. Капитально. Не знаю, что там по рыбейке у нас. Ну, сетюшку проверили. Как будто рыбка пошла. Шевельнулась. Сегодня потеплело немножко, и вот пошла немножко. Сейчас банду буду кормить. Так лучше. Смотри. Вчера летел в сторону лагеря. В сторону беседки. Пау! Верный друг, лучше многочисленных знакомых. Он знает за тебя, ты знаешь за него. Пара заклейменных дружбой. А что еще нужно? Просто быть рядом. Когда хуево на душе, когда своим же рядом. Травишь себя самого, а тебе уже на все похуй. Все заебал, все перемешал, а ты возьми, попробуй, стань его же место. Примери его же шкуру, чтоб не на слове, а на деле. На цепи в конуру. Брат, брату, брат. Всегда буду, всегда, когда нужна помощь, протяну руку другу. Всегда приму таким, каков ты есть. Хороший или плохой. Пришел ко мне ты вестью. Блять, сука, да что ты, блядь, сбиваешься? Сейчас, заново, сейчас. Будет, брат. Да, сейчас. Доброй ночи, ребят. С рэперами спать тоже беспонтово. Все, я заваливаюсь. Илюха спит уже, все спят уже. Серега, короче, там пускай балдеет, ужас.
Уже надоел, просто надоел. Доброй ночи, братва. Доброе утро, ребята. Ну что у нас? Второй день на кордоне, третий день уже, друзья. 2 ночки-то уже пролетело. Второй день доедаем мясо. Вчера еле-еле не доели. Сегодня уже с яйцами, короче, ребят, на завтрак. Вчера жарили рыбку. Тоже мясо немножко. Ну что, ребят, погодка изменилась, прохладно. Сильный такой холодный ветер. Не знаю, как проверяться. Ну, а так в целом шикарно. Спали, вообще замечательно. Вчера в 10, наверное, я лег. Что-то я так говорю, устал, пойду спать. Илюха себе там вот оборок постелил. Я, говорит, не буду с вами ютиться. Взял свою маленькую палатку и спит до сих пор, короче. В 7 утра, друзья. Мы с Серегой проснулись. Завтракаем. Илюха сегодня домой. А Серега, скорее всего, тоже домой поедет. А я, наверное, еще на 1 ночь останусь, ребята. Просто хочу пожить в лесу, побалдеть. В принципе, все дела сделали, что хотели. Беседку подлатали. Дров заготовили, здесь напилили. Небольшая рыбалка. Вот и все. Погода сегодня, ребята, у нас нелетная. Сильный ветер. Сейчас даже вот надо, конечно, сплавать. Вчера сетки не проверяли, одну только так проверили. Там пяток рыбок попалось. Но вчера рыбка явно походила, потому что было тепло, солнечно. А вот сегодня в такую погоду сейчас как выезжать? Там просто будет мотылять. Обхожу остров, тут смотрю. И столько чермеда, ребят, по тайге валяется, конечно, блин. Троса какие-то. Постоянно, когда по рыбалке где-то бываю, частенько что-то замечаю. Какие-то рамы там находил. Уже таких пару объектов хороших знаю. Но, правда, не добраться туда никак. Только лодка. На лодке до хрена не вывезешь. Так что вот как-то так, друзья. Ну сейчас, не знаю, посмотрим. Если нет, то Илюха, в принципе, на веслах нормально двигается. Может справиться. Вот такие пирожки. Не знаю. Просто обещают дождь в дальнейшем. Там даже снег обещают. Охота бы, конечно, мне еще остаться. Базара ноль, делать нечего. Как бы просто отдыхаешь. С одной стороны. С другой стороны, тоже сейчас понимание есть. Ну, что бы сейчас дома валялся. Потому что выходные. Ну, в принципе, дома бы не валялся. Дела всегда есть во дворе. Просто пока погода, охота быть в лесу. Блин, красота. Не знаю. Илюха, наверное, сегодня уедет с Серегой. А посмотрим, я, наверное, останусь. Подкачиваем, ребята, лодочку. Все-таки решились. Пойдем попробуем. Не знаю, ветер, конечно, ужасный, но надо провериться все равно. Серега у нас посуду сейчас будет мыть на кордоне, а мы с Илюхой пойдем. Что, друзья, выплыли в
тихие воды. Сегодня они не тихие нифига. И мы посмотрели по прогнозу, до 6 вечера вот такая погода будет. Ветрено. Но это весна, в принципе, это нормально. Весной у нас тоже бывает сильные ветра. Вроде и солнышко, но она нифига не греет. Что ветер очень холодный. Земля еще промерзшая, вода холодная и на берегу прохладненько. А к выходным вообще снег обещают. Так что этот. А у нас, кстати, вот 9 мая здесь отмечали. У нас тут постоянно, короче, погода плохая. Ну, Москва дует. Ну, там же парад. Самолетами раздувает. Но у нас, может, спасет, ребят, что у нас поворот. За поворотом. Может, там поспокойнее будет. Так, 45-ка, друзья. 45-ка нифига не работает. Опача. Давай, Илюх, уходи. Так, может, какой-нибудь щукарь. Ну, а так в целом какие-то зацепы там, блин. Кусты там, конечно, под водой тоже непонятно, вода залита. Да, вот 45-ка, ребята, смотрите. Тишина. Не проходит тут такая рыба. Покрупнее. Да, вон, пусто. А вот следующая у нас 35-ка, уже там что-то должно быть. Нет, не зашла крупная щука. Не зашла. Ну и вот у нас 35-ка, друзья, здесь. 35-ка. 40-45 не ловит. Нифига. Вот 35-ка у нас тоже, в принципе, крупновато. Даже у нас мужики тут 25-ки стоят, блин. Правда, что там ловить-то, конечно. Вот тут сразу окунек. Нормальный окунек. Хороший окушочек в кустах. 35-шный. Вон какой калачик. Тридцать-пяточка. Ну опять же, вон все в кустах, вся рыба. Не знаю, не зашла еще рыбка, вода не прогрелась, походу. Рановато. Чисто на уху и ловим, Илюх. Да? Тут больше и не получается. На самом деле. Многие думают, что сетку поставил. Все, ведро рыбы, блин. Сетками тоже надо уметь рыбачить, по идее. Надо места знать. Ну что, вначале окунек был. Все. Тишина. Да, в кустах, да. Грубо говоря. Да, вон, смотри, тихо дальше. Вон, Илюх, видишь, опять кусты, видишь? И опять рыбейка. Опять окушочек, ребятки. Окунек. Да, что-то рыба не зашла нифига, походу. Ну, короче, вот так, ребята, опять 5 штучек поймали. Вчера 5 штучек, позавчера 5 штучек, сегодня 5 штучек. Вот 15 рыбешек, вот и сетки. Ну, в принципе, понимание должно быть, 45-ка, понятное дело. Но не время сейчас другой рыбы, сейчас вот окунь заходит. Потом сорога будет, потом щука, потом лещ, как бы, понятное дело, что еще очень рано.
Соответственно, эта 45-ка бы и работала. Но пока только так. На уху есть, нам нормально. Что, Нам друзья, хватит. Прибыли на кордон. Будем играть в карты. О, кто-то стреляет. Сколько тут у нас? О, 64. До хрена еще. Картишки достанем сейчас. Где-то у меня тут картишки такие походные. Вот они. Сейчас уже уберу в таком, ребят, в кейсе, в пластиковом. Потому что то вода, то еще что-то. Постоянно. А так бывает скучно. Сидишь, опа, и нормально. А, так, подожди, у меня же крывашка вроде есть. Крывашка есть. Но будем ножом открывать. Я ж нож после заточки не хочу его, пока он броет, пускай броет. Вот так вот. О, кашки сейчас. Вот так вот. Серега тут молодец, намыл посуду, да? Ты вот рыбу туда, да, братан, убрал? А, ты ведро бросил, да? Ну и Что, что? дохуя, кстати, я даже не понял. Штук 5? Да, каждый день по 5. Все сети проверили? Да? Ну что, 40-ка 45 не ловит. 35-ка только он ловит. 35-я ловит. Маленькая попалась даже. Штука заплыла, Всем он должен? По идее, не должен показывать. По идее, Не надо показывать. если только девятка. Ну да, или валет ты там Конечно. показываешь. Конечно, зачем показывать? Конечно, зачем показывать? Это же ему на карту, Да. по сути. Вот все просто хотят узнать. А, когда темнишь, прикуп не показываешь. Да. Вот Да. говори. Он бы Что-то прикуп, вообще- говорит, жил бы в Сочи, понял? Последняя карта тебе. Сейчас вспомним, нормально будет все. Вот все, видишь? Все, сейчас все четко, да? Так, Илюха раздавал ее на сотке, Серега кричит. Правильно? Правильно, все. Ну давайте, что, погнали. Наших городских. Да. Не радует. Не радует. Сейчас, подожди. Не радует. Тоже у вас все как-то так слабовато. Слабовато, что-то ты Илюха раздал мне. Вообще. Ну что, Михалыч, 110 можно кричать? можно? Давайте 110 тогда. Что подумал, ебать? Хули, блядь, тут делать-то? 110 я крикну. Я тогда крикну пас. Пас, да? Иди на 110. Все? Да, Давайте. И туда там может быть. Открывай карту, показывай прикол. А, показывай, да? конечно. Вот извиняюсь. Угу. Все? Угу. Ну Что, друзья, время уже 3 час. Илюха собирается, сейчас его повезу в деревню, поедет домой. Ну, приехал, навестил, погостил. Потом мы с ним надолго не увидимся. Да, время 2 часа. В общем, мы решили с Серегой остаться. Ветер так и, блин, зараза, не успокаивается. Но вечером, надеюсь, успокоится. Рыбка не ловится, друзья. 45 не идет. Ну, показать тоже особо-то нечем. Посидели, пообедали, карты поиграли. Чайку напились. 2 раза чай ставили. В общем, везу Илюху в деревню. Серега пока дровами к вечеру занимается. Ну, потом что-нибудь на ужин приготовим. Короче, как-то так. Вот такая расхлабовая, ребята, весновка. Нормально. Пока погода, можно кайфовать. Потом снег обещают, короче. Уже не выскочить никуда. Чисто вот так, ребят. Показать нечего, так что особо не снимаю. Просто балдеем, просто кайфуем. Природа. Кайф. Красота. Вон Илюха повезет рыбейку. Сорога хорошая. Окуни тоже хорошие.
Вообще кабан зачетный. Ну тут жареха-то нормальная будет. Что-то мы хотели коптить. Не знаю, окуней бы закоптили, конечно. Пару щучек. Илюха пускай чистит, домой везет. Мы вчера поели свеженькой. Вот сейчас приедешь, как нажаришь. Свеженькую-то что? Это еще наловим. Сезон будет. Потом пойдет дело. Просто рано, да, еще. Да, Илюх, тебе может надо заточить уже. Поватенький немножко. Ну все, друзья. Илюху оставил. Точнее, проводил, все, Илюха поехал. Ну, хоть приехал, навестил, молодец, как бы. Чисто я рад, что как бы встретились. И уже круто. Возвращаюсь на кордон, ребята. Серега там готовит лагерь к вечеру. Опять куча дров. Большой-большой костер. Сидим возле костра, вечер, прям круто. Ветер должен тихнуть к вечеру. По прогнозу около 6 вечера. Проверимся. 5-6 рыбок попадается, друзья, и нормально. Закоптим окуня, так как коптильню привозил. Приготовим себе копченого окуня на вечер. В общем, вот это будет наш ужин. Ну и в целом, как бы, еще проведем еще одну ночку, ребята. Наедине с природой. Самое главное. Ну все, погнал. Полетел. Что, ребята, на ужин у нас будет копченый окунь. Поймали себе 5 окуней. Вот такие. Окуня не буду чешуить, просто выпотрошу и все. Немножко подсушим на солнце. В целом, убирая кишки, жабры. И вся любовь, ребята. Серега, как обычно, занимается костром. Но я тут рыбейку сейчас быстренько почищу. 5 штучек нам на вечер будет, огонь. Вот так, жабры, ребята. Чисто вот так. Чистенько. И будет у нас ужин. Ветер так и не прекращается. Не знаю, может ночью будет нормально. Вот, ребята, 5 красавчиков. Сейчас на солнышке, на ветру немножко полежат, подсохнут, обветрятся и будем заряжать. Будем коптить на ольхе. Предварительно замочим немножко стружку.
Пускай замачивается. Да, привез я коптильню еще зимой сюда специально. Поддон есть, а вот решетки прогорели. Придется какие-то прутики, Серег, нарубать, чтобы рыбу положить. Какие-нибудь сырые прутики. Тык-тык-тык. И 5 штучек укладем. Да? Угу. Ну, вот так вот сейчас прутики, ребята, приготовим. Кстати, эта черемуха, на ней тоже можно коптить. Да, пожестче, да, и раз, все. О, так. Чуть-чуть разогни туда, то бери. Нет, нормально, мне кажется. О, четко. Четенько, четенько. Ну, штука, ребята, выручает вот на долгие, конечно, выходы такие. Прям вообще кайф. 57%. Че, ну, маленькие барабанки заряжаем. Потом свет, телефоны, музыка. Все у нас здесь четко. Опа. Все, пошел на вечер, на фонарь. Серега, раскатаем. Сейчас Серегу в дураках оставлю. Так у нас тут раз было. Я два раза подряд. Ты 2 раза, Илюха 1 раз, да? Тоже 2. Тоже 2. А, да. А, в последний, да. Мы же сыграли. По 2 раза, короче, все. Дурачка. Дурачка. Ну что там у тебя? Есть что? Нет. У меня валит. Пойдет? Давай. Что, ребята, начнем. Забрасываем щепу. И все. И вся любовь. Вот так вот. Пошла закладка, друзья. Как раз она здесь у нас должно все влезть. Ну, ни много ни мало. И на огонь. Ну что, Серый, пора снимать. Не знаю, ребята, 15-20 минут подержали. Можно ковыряться. А то потом подгорать будет. Вон сока еще сколько. Альфа и черемуха. Держи. Ну вот, в общем, друзья, нормально. Будем рубать. Сейчас попробуем. Ну что, друзья, копчено-вареный, понятно, что здесь надо окуня сушить было. Ну а так, с пивком покатит. Вечерняя зорька вон пошла. Канонада опять, блин. Что, Серый, пойдет? Зачет. Ну и отлично. Как ты хотел? Это нормально. Я думаю, приезжает, допустим, где-то там. Здесь уф, Димась опять конем гоняет. Ну ты вроде как будто не замечаешь, а вот в общество зайдешь, а себе уже сразу пахнет. То же самое, вот как у меня. Мне, кстати, нравится, когда он подстынет немножко. Холодный когда он вкусный вообще. Ты вообще пробовал? Конечно. У тебя и пробовал. Ну, мы обычно скумбрию делаем. Так, ребята, ну что, Соня, короче, ложился пораньше. Еще светло на улице. Ну, что-то подустали. На самом деле, вроде
на свежем воздухе проводишь время, как будто бы отдыхаешь, но силы тоже покидают, друзья. Сейчас покушали, рыбку поклевали, что-то потом решили по баночке плова согреть, как обычно выручает. Короче, перекуси, Серега там еще сидит, а я, говорю, пойду отдыхать в палатку. Сегодня будет самая холодная ночь, кстати, будет минус. Ну, в целом, спальниками ребята доволен. Спальники реально вывозят. В таких можно вот находиться, вот в такую температуру, спокойно спать. Просто на пенках. Вот столик у нас, освещение. Короче. Все, друзья, до завтра. Завтра сборы. Сегодня не стали там что-то бегать. Решили провести еще ночку и домой. Доброго утра, друзья. 4 утро в шикарном месте. Вот так с кофеечком, ребята, выйти и вот с утра вот так посидеть. Блин, великолепно. Время 7 час. Погода великолепная, ветра нету. Вчера целый день задувало, сегодня классно. Все, заварили кофе. Ну и будем с утра собираться, друзья. Потихоньку, помаленьку. Вещички паковать. Сетку снять. И выезжать потихонечку. С добрым утром. Все, друзья, пакуемся. Кухонку убираем. Задействовалось 3 котелка. Ну, сейчас потихоньку, помаленьку собираем котелочки. Посуду все вымыли. Вчера еще. Все у нас чисто. Все порядок. Набор туриста, ребята. Тут и ложки у нас, и ножи даже есть. Что-то надо хоть порядок навести своих. Ну, друзья, собираю аппаратуру. Вот у нас Ромас 51%. Я его брал, ребят, 80% было. Вот 4 дня мы заряжали фонарики, телефонный свет вот такой горел. Короче, блин, ну, вот так. Вот такие экспедиции. Тема крутая. Так что я очень рад, что есть такая. И тут даже такую подсветку включал, как бы отдельно в палатке. Все нормально. Очень мне понравился, конечно. На такие выезды длительные, что не переживаешь, что тут без связи останешься. Я же еще и на камеру батарейки заряжаю. Мне очень важно быть на связи. Короче, нормально. Спальнички, друзья, тоже протестировали.
Вот для таких условий прям самое то. Ночью холодно, в принципе. Мне понравилось. Спишь как на перине. Очень мне понравились. Так что сейчас уверенно могу сказать, спальники огонь. Большие, но зато теплые. Бабах. Вот они, ребята, выползли. 40-очка-то сработала. 45-ка, Серег. Это карась, брат. Брат карасик северный, смотри, еле шевелится. Еще не... Нет, он бойкий. Я думал, еще не активный. Нормально. Вот карасика сегодня пожарим свежего. Такой хорошенький лопатек. Одна рыбка, наверное, и попалась, блин. За эти дни, на эти 45-ки. Ну, хоть как-то хоть так. Сейчас. Как-то хоть так. Что-то как будто что-то здесь шеволит. Как будто что-то здесь шеволит. Что-то напутало, блин. Ага, ух, какой, блин, кабан, блин, килограммовый, наверное. А там щучка попалась еще. Смотри, какой коп-конь. Вот это я понимаю, рыбка. Ну вот мы как бы и хотели поймать, ну вот поймать что-то такое. Сработало, ребят, 45-ка. Так-то что, мы там по 5 ребешек ловили. Блин, здоровенный красавчик. Под килограмм, наверное, будет, блин, грамм 800. Окунишка-то. Тарарарай, тарарарай, тарарарай. Красота. Ну все, братва, все, мы на лагере, все смотались, все сняли. Короче, 45-ка сегодня, ребята, последний день нам немножко показала, что рыбка есть, такой окунь хороший, карасик. Короче, по 5 рыбок в день, в общем, что мы тут поймали-то? Чисто на поесть. Ну, в принципе, так и планировалось. Шмурдяк уже стаскали, лодку помыли. Сейчас попьем чай и будем выезжать. Все. Вот такой у нас пикничок получился. Смотрите, какой порядок, ребята. Серега здесь газон почистил. Все опилки, все шишки. Все бутылки. Все спалили за 3 дня. Да. Тут хлама хватало, вот так по краям старых валялось. Все спалили. И стекло, и банки железные, короче. Все, тушенки, все сгорело. Куба 3, наверное, спалили. Но зато кайфовали с таким костром. Самое главное, немножко беседку подшаманили. Тут изолон, кстати, Илюха привез. Уже хотели доделать. Но у нас саморезов нету больше. Не стали, короче. Короче, кто приедет, братва, доделайте, пожалуйста. Утеплите изолоном. Здесь нормально так его. Можно лавочку подделать. И будет красота. Надо, наоборот, делать вклад какой-то. А не поганить, ломать, сжечь, мусорить. Вот когда вот приезжаешь, и вот так, такая атмосфера. Ну, приятно же самим, наверное. Так что мы свое дело сделали, свою миссию. Передаем эстафету, друзья. Поддерживайте.
ребята, вот такие приключения. 4 дня пожили, побалдели, отдохнули, великолепно. Чтобы вы понимали, к выходным уже снег, холод, -2 что-то. Вот и по погоде специально решили. Все, покидаем остров, выезжаем, загрузились. Че, Серый, как, отдохнул? Пойдет? Все, братва, давайте, увидимся. Вода большая, по налиму не выскочить, ну, куда-нибудь маханем все равно. Есть у меня пару задумок таких интересных. Скоро увидимся. Все, пока.